Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. И не только. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по вайберу +3 80 67 63 46 130. Также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать нашу работу на нашем информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии Джейсон Смарт, політичний та військовий аналитик США. Витаю вас, пане Джейсона. Ассаляму алейкум. Здравствуйте. Я предлагаю наш эфир начать с важнейшего вопроса Северного потока-2. Сейчас, как мы видим, этот вопрос обрастает различными новостями, информационными сообщениями. Вот сегодня главы международных комитетов 9 парламентов выступили против завершения строительства Северного потока-2. Политики раскритиковали соглашение США и Германии о возобновлении работ для завершения строительства газопровода. Об этом говорится в заявлении на сайте председателя комитета по вопросам международных отношений Сената США Роберта Менендеса. Среди стран, представители парламентов которых против Северного потока-2 есть США, Эстония, Чехия, Ирландия, Латвия, Польша, Украина, Британия и Литва. Давайте послушаем квинтэссенцию заявления. Ми, голови комітетів закордонних справ відповідних національних парламентів, продовжуємо виступати проти проекту «Північний потік-2» і з жалем відзначаємо нещодавнє рішення Сполучених Штатів та Німеччини щодо «Північного потоку-2». Соглашение США и Германии по Северному потоку-2 – это медвежья услуга Украине, пишет авторитетное издание Financial Times. Издание отмечает, что Вашингтон и Берлин договорились о завершении строительства газопровода, который представляет серьезную угрозу безопасности и экономике Украины. Угода має вади на всіх рівнях. Зобов'язання протидіяти поганому поводженню Росії розпливчасті. Зелений фонд не покриє збитки Києва, а пропозиція Німеччини допомогти в продовженні транзиту газу – це просто обіцянка спробувати. Навіть час підписання документа дивний, оскільки у вересні в Німеччині пройдуть вибори. Безсумнівно, мало сенс взаємодіяти з наступним урядом Німеччини, в який, ймовірно, війдуть і зелені, які виступають проти Північного потоку-2. А вот директор госкомпании оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макагон в интервью радио НВ рассказал, остались ли у Украины шансы в борьбе с Северным потоком-2 из-за сохранения транзита российского газа, какие потери понесут Украина и Евросоюз в случае нулевого транзита через Киев. Так, і тому питання наразі полягає не в тому, чи буде ГТС працювати. Питання в тому, чи будемо ми транзитною країною. Якщо Україна не буде транзитною країною, то ми будемо вимушені модернізувати і оптимізувати понад 100 мільярдів кубічних метрів газу транзиту щороку. Фактично ми будемо вимушені закрити, вивести з експлуатації понад 60% компресорних станцій, оптимізувати структуру, тому що це буде дуже несправедливо, щоб українські споживачі і промисловість, і населення сплачували за ту інфраструктуру, яка не використовується. Але основна втрата буде не для України, а для Європи. Чомусь європейці думають, що українська ГТС буде завжди як резервний варіант для неї. Наприклад, якщо Північний потік стане на ремонт, як це було тиждень тому. Пане Джейсоне, давайте попробуем разобраться изначально в вопросе Северного потока-2 и разобрать на молекулы соглашения, которые заключили США и Германия. У меня вопрос. Почему Соединенные Штаты Америки разрешили завершению строительства Северного потока-2? Что произошло? Я думаю, что здесь несколько причин. Не только одна причина. В том числе Соединенные Штаты сейчас свои отношения с Германией очень важно. Что происходит в Европе, что происходит в Афганистане. Наши отношения с Германией – это один из самых главных отношений для Соединенных Штатов на международной политике. Тем более сейчас идет кризис. В Соединенных Штатах много проблем, свои проблемы, внутренние, экономические проблемы. Идет кризис ковида. Продолжить санкции против тех, которые участвуют на Северный поток, просто нереально.
то есть это будет, во-первых, очень дорого для Соединенных Штатов. И втором о том, что это будет действительно уже сложно. Как мы можем санкционировать тех людей, как именно европейцев, которые делают что-то против наших санкций? Продолжить это надолго нереально. Из этого я думаю, что Байден решил, что для него важнее отношения с европейцами, чем отношения с Украиной. Да, но почему Байден, выбирая и спасая те отношения с Германией, трансатлантическое сотрудничество, по сути, спасая отношения с Германией, которые были испорчены во времена президентства Дональда Трампа, вот почему вот в вопросе этого он поступается интересами Украины? Почему ценой национальных интересов Украины это происходит? Ну, я думаю, что всего интерес Украины был... Несколько лет назад был огромный интерес в Украине, в Соединенных Штатах. Полностью. То есть и республиканская партия, и демократическая партия полностью поддерживали Украину, когда начала оккупация, когда начала война. И они сделали все, чтобы Украина была успешной. Но, к сожалению, здесь было много проблем, которые Украина до сих пор не исправила ситуации. В том числе коррупция. В том числе, если мы говорим о газе, сколько американских компаний вы видите здесь в Украине? Как сейчас рынок здесь американцев? Они имеют право здесь заниматься бизнесом? Именно в газе, в нефти? Нет, не существует в газе. А почему это так? Почему сейчас нет американских компаний? Мы видим, что здесь Украина не предлагала американцам что-то лучшего. То есть это то же самое сейчас, как и раньше было. Коррупция идет. Борьба против коррупции не идет. А сейчас, как вы знаете, скоро президент Зеленский будет в Вашингтоне. Если вы читаете американские СМИ, что они говорят об этом? Так, что говорят? В первое место это Коломойский. В Соединенных Штатах уже давно спрашивают, почему он там сидит, в вашей стране. Человек, который сделал столько против законов в Соединенных Штатах. Это уже что происходит в вашей стране, ваши проблемы. Но что происходит в нашей стране, это наши правы. И что вы не собираетесь разбираться с этой проблемой. Что это за дружба? Что мы страны, которые работают вместе, но одна страна только получает, а другой. И ожидать, что это обычное отношение, это не дружба. Это использовать кого-то. И в Соединенных Штатах, я думаю, что больше и больше в Вашингтоне есть такое чувство, что насколько Соединенные Штаты очень много делает и сделал на Украине, а не получил какую-то серьезную борьбу против коррупции, например, или не получил Коломойского, не получили возможности за свой бизнес с газом работать здесь в Украине. Я думаю, что это именно из этого самые главные проблемы в отношении между США и Украиной сейчас. Но ведь вопрос Северного потока-2, это ведь вопрос не только Украины. Это не только вопрос энергетической и национальной безопасности Украины. Это и зависимость всего европейского континента от России, страны-агрессора, которую для себя определила США. И весь мир сегодня. Европейские страны тоже, знаете, есть огромный риск, если нет газа. Это тоже национальной безопасности. И если они считают, что это лучше, чем Северный путь, тогда это тоже вопрос безопасности этих стран. И, конечно, это не политика, Соединенные Штаты сейчас уже не борются против этого, кажется, насколько уже у нас не будет санкций против тех, которые участвуют в этом проекте. Но все равно, я думаю, что для европейцев самый актуальный вопрос – это цена газа. И это стабильность, что это будет постоянно газ. И через Северный поток они считают, что это будет лучше для них, чем через Украину, к сожалению. Конечно, я сам против этого полностью. Но я знаю, что это просто люди и в Брюсселе, и в Вашингтоне устали от того, что здесь не идет серьезной реформы, которая бы дала им какое-то доверие или надежду, что это будет лучше скоро. Я предлагаю підключити к нашому ефіру сейчас Бориса Кушнірука, голову експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Борисо, вітаємо вас. Селям алейкум. Витаю. Да. Пане Борисо, относительно Северного потока-2, соглашение, которое было заключено между Соединенными Штатами и Германией, сейчас известно, что президент Украины Владимир Зеленский уже в конце августа, именно 30 числа, едет с официальным визитом в Вашингтон. На ваш взгляд, какие должна и нужно Украине предложить условия, что должна представить Украина, администрация президента США в вопросе Северного потока-2, в вопросе предоставления гарантий относительно транзита через нашу страну? Вот чего вы ожидаете?
Во-первых, я полностью согласен с вашим гостем, который говорит о том, что и в США, и в Украине, и в Европе очень существенно устали от того, что происходит в Украине. Что здесь, особенно последние 2 года, борьба с коррупцией свернута. Мы видим усиление тех лиц, которые связаны с российскими спецслужбами в руководстве страны. И это, естественно, не может не создавать атмосферу недоверия и усталости от Украины и от ее желаний в то время, когда она не делает свое домашнее задание. И, к сожалению, я не знаю, что собирается говорить Коломойский на вопрос Зеленский на вопрос о Коломойском в США. Для меня это просто загадка, потому что, что было понятно, на сегодняшний момент, например, есть управление госохраны, оно занимается охраной президента и государственных деятелей. Так вот, на сегодняшний момент туда были назначены лица, которые на самом деле являются фактически службой безопасности Коломойского. И именно эти лица сейчас охраняют президента Украины и его семью. То есть, по большому счету, президент Зеленский находится под полным контролем олигарха Коломойского. То есть они знают все. Извините, что он кушает и куда ходит, извините, в туалет. Поэтому при таких обстоятельствах рассчитывать, что США будет с доверием относиться к Украине, не доводится. Но если говорить все-таки об интересах страны, а не о том, что мы видим сейчас с господином Коломойским, господином Зеленским и в ситуации в Украине, вокруг Коломойского, вокруг всех историй скандальных с криминальным похищением Чауса, с историей с провалом операции по вагнеровцам, если говорить все-таки о глобальных интересах Украины и Евросоюза, и США, на мой взгляд, то надо было бы говорить Украине о 2 вещах. Во-первых, еще газопровод не запущен, и он на самом деле с точки зрения технологий не может быть запущен, как минимум до конца года. Там есть еще много работы, в том числе сертификационные, для того, чтобы и деятельность, его страхования, его деятельности, для того, чтобы он физически был запущен. И если напомнить, то в договоренности между Меркель и Байденом есть фраза о том, что до 1 сентября должен быть назначен спецпредставитель, который будет заниматься вопросом пролонгации контракта транзитного через Украину как минимум на 10 лет. То есть это первое, что могла бы поставить вопрос Украина и что могла бы предлагать и США, и Германия. Мы понимаем потребности Германии в газе, потому что она до конца следующего года должна закрыть все свои атомные станции. Они уже приняли программу до 1935 года, там формально 1938 но до 1935 года полностью отказ от угольной генерации. Электрогенерации. В связи с этим газ им необходим. Им нужно стабильное потребление поставки газа, поэтому они без него просто не смогут обойтись. По крайней мере, в ближайшие 10-15 лет, пока они не перейдут на, например, водную технологию. Так вот, первое, что мы можем сказать, окей, давайте тогда поставим условия, и вы поставьте условия перед «Газпромом». Сначала контракт с Украиной на следующие 10 лет, потом запуск Северного потока-2. Это первое, что, на мой взгляд, надо было бы. Второе, я просто об этом писал достаточно много. Второе, что надо было бы сделать. Украина, если брать домогосподарство, украинскую мову, если брать приватные семейные хозяйства и ТЭЦ и ТЭЦ, а также общественные потребности, то без приватного сектора, то в этом случае Украина потребляет где-то 20 миллиардов кубов газа. Если бы мы сократили эту цифру хотя бы на четверть, до 15 миллиардов, а это вполне реально, просто хотя бы через серию мероприятий, связанных с заменой устаревших котлов. У нас 7 миллионов
домохозяйств, из которых у 6,5 миллионов домохозяйств старые, устаревшие котлы, которые крайне эффективно потребляют чрезвычайно много газа. Если бы просто там провести, в том числе те деньги, которые Украина сейчас получит от МВФ в виде подарка, мы направили бы не на проедание и не на красивые разговоры о большом строительстве, а просто на мероприятия по энергосбережению, по замене, целенаправленной замене всех газовых котлов устаревших, то мы бы могли бы за 3-4 года реально сократить это потребление газа, плюс еще мероприятия по переходу на электричество, отказа от поставки горячей воды, замены бойлеров, отказа от использования газа для нагрева, для приготовления пищи, которые на самом деле надо повсюду отказываться от этого. То есть эти все совокупности мероприятий могут реально за 3, 4, 5 лет привести к сокращению потребления газа на эти самые 5 миллиардов кубов. Если мы это сделаем, то тогда, условно говоря, зависимость Украины от газа будут, в том числе и транзита, будут значительно меньше. При этом я приводил такую цифру, что если брать, например, доходы от транзита, то есть если мы смотрим просто не на вопросы безопасности, а вопросы транзита, то доходы транзита составят в этом году где-то $2 миллиарда. А, например, только от экспорта услуг IT-сферы мы в этом году ожидаем $6,3 миллиарда. То есть с точки зрения поступления средств мир меняется, и украинская экономика меняется, поэтому роль трубы, доходов от трубы, газовой трубы, оно уже значительно меньше, нежели было 10 лет назад. Но при этом надо сделать мероприятие по энергосбережению, и, безусловно, остаются вопросы безопасности. Безусловно, например, можно было поставить вопрос перед Германией: окей, вы утверждаете, что Россия не будет использовать это в политических целях. Вы не утверждаете, что Россия не осуществит после ввода Северного потока, не осуществит военной агрессии. Дайте тогда согласие на ПДЧ, на план по поводу членства в НАТО. Дайте согласие, и тогда мы будем находиться в новой реальности. И если мы решим вопрос с транзитом, продолжение на контракт с 25 года по 34 год. Если мы решим проблему энергосбережения и решим вопросы безопасности, то в этом случае мы вполне можем найти взаимопонимание, в том числе с Германией, которую тоже надо понимать. То есть ситуацию просто говорить, она мне нравится, не учитывая ситуацию в Германии, крупнейшего партнера США в Европе, было бы это просто смешно не учитывать и не понимать, что эти интересы для Германии, для США сейчас важнее, нежели балованный и очень невоспитанный ребенок в виде Украины. Поэтому это та реальность, которую надо осознавать, и, на мой взгляд, это важно. Хотя, еще раз говорю, о чем будет говорить пан Зеленский с Байденом в США, с учетом фактора Коломойского, с учетом факторов хаоса вокруг криминальной истории с Чаусом и так далее, я, честно, роль Ермака, это же не является секретом, что у него отец генерал военной разведки российской, внешней разведки российской. Кстати, пане Борисе, я вас перебью. Пане Джейсону, а что относительно Андрея Ермака говорят в Америке, главы офиса президента? Да, конечно. Много говорят. Но из-за того, что большинство это слух, его роль и чем он занимается, это сложно. Но я бы сказал, что сейчас, как и всегда в Соединенных Штатах, большинство наших новостей это не столько детальные. То есть больше это говорит именно о президенте, а не его офисе. Из-за этого я бы сказал, что сейчас все, что происходит в Украине, это прямо связано с Зеленским, не с его офисом или с теми, которые работают с ним. В глазах американцев, именно в глазах Вашингтона. А сейчас, как раз, что будет в Вашингтоне, я полностью согласен с гостем, что он сказал, я думаю, что он очень правильно сказал. Здесь много факторов в отношениях между Соединенных Штатами и Украиной. А сейчас эта встреча в Вашингтоне будет действительно очень интересно, что дальше будет. Но это главные вопросы, как я сказал, и по поводу Коломойского, и американские компании. Здесь именно в энергии, заниматься энергией. Это очень актуальный вопрос. И тем более, я думаю, что здесь вопрос
безопасности тоже очень актуально. И что, как американцы понимают эту ситуацию, о том, что Украина – та страна, которая уже давно была надежда, была поддержка, было все, чтобы успела найти новый путь, лучший путь. К сожалению, несколько лет уже мы видим, что мало всего менялось. Но это только в последние 2 года так критически относится? Или в принципе на протяжении 7 лет это наблюдается? Нет, это уже давно. Это уже 7 лет, я бы сказал, да, точно. А при Порошенко было хуже, точно. То есть, я бы сказал, Порошенко еще хуже был в глазах американцев. А почему? Потому что только когда начинала война, когда все начиналось здесь, была действительно огромная поддержка для Украины. То есть, даже сложно вам объяснить, как сильно была эта поддержка. И все конгрессменов, все сенаторов, все полностью поддерживали Украину. Все согласны в этом. Даже спора не было в Вашингтоне. А сегодняшний день так мало сенаторов решили поддерживать Украину сейчас по поводу Северный поток. Что это покажет вам? Только 5 лет назад это было совсем по-другому. Действительно, я не знаю даже ни нового сенатора, который выступал на сторону России против Украины. Ни нового. А сегодняшний день никто не выступает за Россию, но все равно они уже не поддерживают Украину, как они раньше поддерживали Украину. Много поменялось за последние 7 лет. Из-за этого я думаю, что очень важно сейчас показать какие-то реформы, показать действительно какое-то новое, чтобы было действительно очень искреннее решение менять страну и бегать на какое-то другое будущее, лучшее будущее для Украины и своих гражданов. Пане Борисе, что скажете, будет ли чему похвалиться Зеленскому в 30 августа? Я, к сожалению, уверен, что господину Зеленскому не будет чем похвалиться. Для меня действительно очень просто любопытно, приедет ли он туда с Ермаком или нет. Но ведь еще раз подчеркиваю, хотя мистер Смарт говорит о том, что США в первую очередь смотрят на президента Зеленского, но фраза «свита делает короля» — это не есть украинская фраза, а, к сожалению, в ситуации, когда сам господин Зеленский не имеет ни знаний, ни опыта, скажем, и не очень, скажем, является разумным человеком, это так, если быть очень мягким выражением, то в этом случае именно его окружение определяет политику государства. И, к сожалению, эта политика не самая лучшая. Поэтому я, например, я много же пишу, вы это знаете, в Украине, я много пишу статей по поводу того, что надо делать, по поводу экономики, как надо делать и так далее, но при этом я осознаю, что в ближайшие годы, по крайней мере, пока господин Зеленский будет в офисе, этого не произойдет. И вот эта проблема, как с одной стороны просить, в том числе и находясь в оппозиции к господину Зеленскому, просить о помощи к Украине, и в то же самое время осознавать о том, что при господине Зеленском, при его окружении этих улучшений и этих реформ не будет. Там нет ни людей, которые понимают это, как это делать, и, к сожалению, нет, и по большому счету, если мы видим людей, которые были связаны с Януковичем, в его сейчас в ближайшем окружении, то каким образом мы можем рассчитывать, что эти люди будут хотеть реформ? А именно эти люди сейчас определяют политику страны. И, к сожалению, угрозы, в том числе угрозы дестабилизации политической и использования это со стороны России, эти угрозы являются слишком существенными, которые бы нельзя не осознавать. Кстати, по поводу угроз со стороны России, в случае, если Северный поток уже достраивают, вводят в эксплуатацию, есть ли угроза полного прекращения транзита газа через нашу страну? Я думаю, что есть несколько вариантов событий. Насколько США готовы, насколько Россия готова играть ва-банк. То есть в какой мере она готова шантажировать. Представьте себе, она организует, это же была история когда-то, когда она должна была закупать газ из Туркменистана, и для того, чтобы отказаться, чтобы этого не делать, она просто подорвала газопровод. И сказал, вот у нас нет возможности его принимать. Вот и нет. Да? И все. И таким образом фактически было прекращено поставки туркменского газа в Россию, потому что «Газпром» его не хотел принимать.
Вот представьте себе, если сейчас произойдет несколько взрывов, ну вот после введения Северного потока произойдет несколько взрывов на территории России. А списать она может на кого угодно, хоть на украинских националистов, хоть на каких-нибудь исламских террористов, это уже не так важно, да? Вообще на марсиан, которые подорвут те нитки газопровода, которые идут через Украину. У Запада есть только Северный поток, да, 1 и 2, и нет возможности поставлять через Украину. Что бы Запад ни говорил, он будет в шоке, ну, то есть я говорю о Европе, они будут вынуждены его использовать, даже когда в поставке газа через территорию Украины не будет. То есть это вариант такой, ну, как бы радикальный, но учитывая, что Россия откровенно и специально играет на обострение, ну, почему? Потому что время играет против них. Да, понятно. Влияние нефтедолларов на мировую экономику сокращается 5, 7, 10 лет, и все. Поэтому все вопросы, которые они могут попытаться решить изменение геополитического статуса, в том числе и попытки восстановления контроля над Украиной, это вот эти сроки. После этого уже это просто будет невозможно делать. Поэтому идти на обострение вполне возможно будет одним из их сценариев, в том числе вот таким образом, как я сказал. Не хотите идти, чтобы был Северный поток, вообще его не будет тогда газа. Ну вот если не будет идти газ через территорию Украины вследствие того, что кто-то, какой-то вяка взял и подорвал газопроводы, которые должны идти через Украину. Что в этом случае делать? Ну, все, вот Европа уже оказывается полностью заложником этого газа и даже не рыпнется, потому что на сегодняшний момент, к сожалению, 50% газа, которые импортируются в Евросоюз, идут из России. Это отдельная проблема для самой Европы, что они становятся заложниками вот такой монопольной зависимости. И то, что мы наблюдаем в этом году, когда Россия целенаправленно своими действиями блокирует поставки газа в Европу сейчас, они же привели к тому, что цена на газ повысилась до уровня самого высокого за всю историю. Дякую вам дуже. Тоже очевидные шаги, направленные на такую дестабилизацию, на поднятие ставок в игре. Спасибо вам большое. Дякую дуже, пане Борису, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру, був з нами на прямому зв'язку. Действительно, многие политические аналитики по нефтегазовому рынку говорят о том, что Украина уже сейчас должна предпринимать превентивные меры для того, чтобы после 2024 года был продлен либо транзит газа через Украину, либо все-таки каким-то образом переориентировать нашу ГТС и так далее. Но при этом многие политические аналитики говорят о том, что, возможно, на этапе лицензирования и страхования Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции и ввести в эксплуатацию Северный поток-2 уже будет невозможно. Такой вариант есть, ведь мы же понимаем, что все равно и в Конгрессе, в Сенате консенсуса по Северному потоку до сих пор нет. Ну, вы лучше знаете. Я думаю, что сейчас это уже очень... Насколько президент Джо Байден демократ, как вы знаете, наш Конгресс и Сенат, они оба в руках демократической партии. Значит, у них есть большинство в Конгрессе и Сенате. Насколько это наш президент, который решил не провести эти санкции, это очень... Мы можем быть уверены, что его партия в Конгрессе не будет менять это. Госдеп решил из-за того, что сам президент не хотел продолжить эти санкции. Из этого я уверен, что его партия в Конгрессе не меняет ничего. Это уже решено. Как раз, как я сказал, что это начинается с нашими коллегами в НАТО, именно Германии, и разными членами НАТО, которые тоже поддержат этот Северный поток. Это гораздо важнее для Соединенных Штатов, чем отношения с большинством стран в мире. А почему? Просто из-за того, что это очень нужное отношение. Если вы видите наши отношения по финансам, например, экономический вопрос, то есть наши отношения с европейцами, Европа очень важна, то есть действительно очень важна. И тем более за нашу защиту работать с нашими партнерами из НАТО, это в первом месте. И если наши партнеры в НАТО поддержат Северный поток, как мы можем санкционировать наших партнеров?
Это просто невозможно. Это Но просто... Дональд Трамп же санкции вводил. Он делал, вы правы. Но это, как вы знаете, это не было долго первым. И, наконец, сколько людей получили санкции, то есть сколько людей действительно мы санкцировали. И они платили штрафы. Или они посадили в тюрьме. Но ведь, с другой стороны, если посмотреть на риторику Джо Байдена, не кажется ли вам, что она тоже изменилась? Во время своей предвыборной кампании Джозеф Байден говорил о том, что для него приоритетом во внешней политике будет Украина. Вот именно такая фраза прозвучала из его уст. Потом сам Джо Байден и администрация его, президента США, они категорически выступали против Северного потока-2. И даже был готов новый пакет санкций против Северного потока-2, которые в последний момент почему-то решили не вводить. И произошло это сразу после Женевского саммита, встречи Байдена и Путина. Или же я не так... Ну, вы правы, я согласен. Что изменилось? Изменилось полностью из-за того, что действительно 5 лет назад, как вы помните, Джо Байден, как вице-президент, на его последние несколько дней, как вице-президент, он был тут в Киеве. Да. Он решил, как... Он выступал в Верховной Раде. Как вы помните, да. Это был действительно очень великий момент. И что случилось, что это человек, который только 5 лет назад так поддержал Украину, а сегодняшний день все поменялось. Что случилось? Я думаю, что действительно, как сказал, что это просто люди устали от Украины. Раньше была действительно огромная надежда. Но сколько можно сидеть и терпеть эту коррупцию, эту проблему? Тем более, что это энергетические компании наши, которые хотят здесь работать. И нет возможности для них. Тем более, что идет эта проблема с Коломойским. Личный пример. Это только всего один человек. Хоть одного человека дайте нам, чтобы мы видели, что вы хотите действительно бороться против коррупции. Вы хотите действительно защищать ваших граждан против таких воров, как он. Это случилось? Нет. Нет. Украина решила нет. Украина решила другой путь. Из-за этого кто виноват? То есть я согласен, что я думаю, что Байден ошибался. Но все равно я его понимаю. Все просто очень устали. Тоже и самые ошибки повторяются и повторяются и повторяются. И придется тот день, когда понимаете, что уже, может быть, они действительно не хотят реформы. Может быть, мы хотим это больше для них, чем они хотят это для себя. И как вы можете работать с кем-то и надеяться на кого-то, который не хочет менять себя? Ну вот относительно реформ, вот сейчас в Украине очень много разговоров о возможном предоставлении Украине ПДЧ, вступлении Украины в Североатлантический альянс, в НАТО. И вот буквально несколько недель назад, 3-4 недели назад, если не ошибаюсь, вы наверняка видели заявление Джеймса Апатурая, который сказал, что в принципе реформы это важно, нужно проводить реформы, но все равно вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс это политическое решение стран-членов НАТО. То есть нам сказали, что реформа окей, ребята, хорошо, но все-таки решение мы принимаем политическое. А как вот такая позиция может стимулировать власть на реформу? Ну, это хороший вопрос. Но я думаю, что сейчас самое главное для Украины на все эти вопросы показать на следующей реформе. Если они покажут, действительно есть борьба против коррупции. Потому что сейчас идет 2 войны здесь, в Украине. Есть война, конечно, в Востоке против России свою агрессию. Но тут, в Киеве, есть борьба против коррупции. Эта коррупция здесь еще хуже, я бы сказал, на долгосрочный, то есть на следующие 300 лет для Украины. Коррупция – самый актуальный вопрос. Потому что если вы не будете бороться с коррупцией, это будет еще и хуже для экономики и за людей. Это сколько людей уезжает из Украины каждый год. Это действительно это катастрофа. То есть вы считаете, пока не будет побеждена коррупция, то говорить о вопросе вступления Украины в НАТО, либо предоставления нам ПДЧ, не стоит на это рассчитывать? Это вообще нереально. Ну смотрите, вопрос коррупции, окей, но ведь в самых демократических странах тоже есть коррупция. Ведь искоренить коррупцию полностью до нуля, это же невозможно. И даже если Украина, я не знаю, победит там на 70-80% коррупцию, все равно 20% какой-то остается. Вам не кажется, что это такое специальное поле для маневра, нет? Я думаю, что, смотрите, конечно, коррупция всегда существует и везде. Но есть огромная разница, когда страна действительно борется против коррупции, или когда это ясно, что все равно, что и там идет эта коррупция. То есть борьбы вообще не видят сегодня? Я бы сказал, что американцы бы сказали, что нет здесь никакой борьбы. Если, например, в Америке что-то маленькие взятки, например, на милиционеру, это легко 5000 лет в тюрьме. А если вы член Конгресса и принял какую-то взятку, это точно 10-15 лет в тюрьме. И был такие случаи.
И люди сидели 10-15 лет в тюрьме. То есть это не мелкий вопрос в Соединенных Штатах. Смотрите, Дональд Трамп 2 раза сделал импичмент против него. 2 раза сделал такое огромное исследование и узнали все детали, все его бизнесы, чем он занимался. Столько лет, все было открыто. Конгресс там открыл все его документы. На 30-45 лет, чем он занимался бизнесом, они там нашли все эти детали. Это было открыто всем, чем занимается президент. И, наконец-то, они сделали импичмент против него. А что это говорит о Америке? Что да, конечно, есть коррупция. Но все равно, когда они думают, что возможно, что есть какая-то коррупция, они будут точно это исследовать. Это не будет что-то, которое мы можем забить. Это будут уголовные дела, и возбуждать уголовные дела, и тем больше это будет огромная затрата времени и денег стороны государства, чтобы они правильно это все сделали и прозрачно это все сделали. Относительно России еще вот у меня такой вопрос, который я хотела вам задать. Заявлений Джозефа Байдена от того, что Путин является убийцей, это был четкий ответ на четкий вопрос. Вот риторика меняется до мой там близкий друг, он встречается, он сначала называет Путина убийцей, потом ему звонит, предлагает встретиться, потом вводит на следующий день санкции, потом мы видим встречу, после этого он говорит, мой близкий друг. Вот с чем связана такая смена риторики? Возможно, эти его слова относительно близкого друга, это такой американский юмор, более интеллектуальный или что? Или Джо Байден просто не очень много думает о том, что он говорит. Да, но есть такое тоже. То есть он просто, я думаю, что сказал, что Путин убит из-за того, что он просто не думал. Он просто сказал первые слова, которые появились в его голове. А дальше, когда он называл его друга из всех остальных, это из-за того, что Госдеп работает с ним, сказал, что смотрите, называть его убийцей, это нам не выгодно. Лучше сказать, что это ваш друг, и что вы хотите работать с ним. Но что действительно на двухсторонние отношения, как вы можете оскорбить кого-то и ожидать, что это будет как-то улучшить отношения между странами. Это ошибка. Лучше говорить на более позитивных терминах. Ну а как можно говорить на позитиве с агрессором, с реальным убийцей? Ну, я согласен, что убийца. Я полностью согласен. Но все равно в двухсторонние отношения так нельзя. То есть, как мы можем ожидать, что он будет переговорить с Соединенных Штатах по поводу любой вопрос? Например, нам нужно срочно помочь России в Афганистане. В этом моменте, сейчас. Как мы можем спросить их помочь нам, если мы говорим, что они все убивают там? Это нереально. Что важнее для Соединенных Штатов? Украина или Афганистан? Что вы думаете? Я точно вам говорю, это не Украина. Это Афганистан. Что нам важнее? Северная Корея? Ядерные бомбы там? Или Донбасс? Россия нам помогает, Северная Корея. Я думаю, что эта ошибка была бы думать, что Украина центр мира для всех. Это так не есть. В Соединенных Штатах точно самая великая страна, могучая страна в мире, в истории мира. Я понимаю, отношения с Украиной. Самая великая страна в мире. И Украина, которая постоянно спрашивает за помощь, помогите нам, пожалуйста. Но мы не будем бороться против коррупции тут. Мы хотим вашу помощь. Помогите, пожалуйста. Мы хотим бесплатно это. Дайте нам. Это красиво? Вы думаете, что это нормально? Это не нормально. А Россия, я понимаю, что насколько это действительно. Власть в Кремле зло. Я полностью согласен. Это криминальный режим. Я полностью согласен. Это диктатор. Я полностью согласен. Но все равно у нас такие соседи в мире. И что делать? Надо как-то еще работать с ними, потому что по-другому никак. А вот такой вопрос. Бытует мнение, что в администрации президента США Джозефа Байдена есть 2 группы влияния. Группа Керри, который лоббирует вопрос договоренности с Российской Федерацией о том, что нужно в любом случае договариваться, находить точки соприкосновения и так далее. Вы знаете, что, возможно, месяц назад был в Москве. И группа другая, где есть Блинкен, которая говорит, что нет, не стоит. Это так? Можно сказать, что есть так. Как и всегда, есть много разных мнений, что лучше. Я думаю, что особенно для тех, как Керри, как вы знаете, Керри был очень важным сенатором, но он сейчас играет другую роль. И что он хочет, как
граждан, просто граждан, это другое. Но наша политика как страна не менялась. То есть Соединенные Штаты еще поддерживают Украину. Мы еще считаем, что это война против агрессии и война России против Украины. Это не менялось. Но все равно Украина надо показать, что он действительно хочет реформы. И что готов за какой-то новый отношение с нами, который будет действительно двух сторон. Не только одна сторона, которая дает, и другая сторона, которая получает. А действительно какое отношение, где Украина защищает Соединенные Штаты тоже, и защищает НАТО тоже. Как? За борьбу против коррупции здесь. Это вы первое место. Дякую вам дуже. Спасибо большое. Чухсах, у нас Джейсон Смарт, политический военный аналитик Соединенных Штатов, был с нами, был гостем нашей студии. А я, к сожалению, вынуждена с вами прощаться, но вы оставайтесь с первым крымстарским телеканалом АТР. Буквально через 3 минуты эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Сайгылар хадашлар, ярын Аллах сметете коршкенче.